решению Батыревского районного суда лицо, ранее осужденное за неуплату алиментов, отправится отбывать наказание в места лишения свободы. Прокуратурой Батыревского района в суде поддержано представление Батыревского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции о замене исправительных работ на лишение свободы в отношении 38-летнего местного жителя, ранее осужденного за неуплату алиментов. В судебном заседании установлено, что местный житель, который злостно уклонялся от уплаты алиментов, в связи с чем был осужден по части 1 статьи 157 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ вместо принятия мер к получению заработка и уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, продолжил совершать противоправные действия, не являться без уважительных причин на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, допускать прогулы по месту отбытия наказания в виде исправительных работ. С учетом заключения прокурора, Батыревский районный суд своим решением заменил местному жителю исправительной работы на 1 год 15 дней лишения свободы и направил его для отбывания дальнейшего наказания в колонию поселения. Решение суда в законную силу не вступило. Верховный суд Чувашской республики оставил без изменения приговор в отношении жительницы города Новочебоксарск, причинившей тяжкий вред здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Приговором Новочебоксарского городского суда от 21 августа 2019 года 55-летняя жительница города Новочебоксарск признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 111 УК РФ, и ей было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Установлено, что около 3 часов 5 июня 2019 года осужденная, находясь в квартире своих знакомых, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим соседом взяла со стола нож и нанесла последнему 1 удар ножом в область грудной клетки справа, причинив телесное повреждение в виде проникающей раны грудной клетки справа, которая расценивается как причинившая тяжкий вред здоровью человека по признаку опасности для жизни. Осужденная обжаловала приговор в апелляционном порядке, не согласившись с осуждением, поскольку телесные повреждения потерпевшему, по ее мнению, она нанесла, находясь в состоянии самообороны. Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Чувашской республики с учетом озвученной в апелляционной инстанции позиции прокуратуры республики приговор в отношении вышеуказанного лица оставлен без изменения, поскольку собранными по делу доказательствами однозначно установлено о наличии в действиях виновной умысла на причинение вреда здоровью. Вынесен приговор жителю Чебоксарского района, причинившему тяжкий вред здоровью своей сожительнице, повлекшей по неосторожности ее смерть. 22 октября 2019 года в Чебоксарском районном суде состоялось соглашение приговора по уголовному делу по обвинению 41-летнего жителя деревни Яуши Чебоксарского района в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Как установлено судом, 1 мая 2019 года после распития спиртных напитков подсудимый, находясь в доме своего отца, умышленно в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанес своей сожительнице множество ударов по голове, в результате чего у женщины образовалась закрытая черепно-мозговая травма, от которой последняя через несколько часов скончалась. В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления не признал. Указал, что потерпевшую по голове он не бил, а лишь нанес несколько ударов по щекам, чтобы ее разбудить. Однако государственным обвинителям в суде представлены неопровержимые доказательства виновности подсудимого в нанесении тяжких телесных повреждений женщине, от которых она впоследствии скончалась. Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимого в совершенном преступлении и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Алатырской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения в деятельности управляющих компаний при организации сбора ртуть содержащих ламп. Алатырской межрайонной прокуратурой проведена проверка деятельности управляющих компаний города Алатырь на предмет использования требований законодательства об обращении с особо опасными отходами. Проведенной проверкой установлено, что управляющая компания СУ номер 7, управляющая компания Горжилком и Управдом надлежащим образом не организован первичный сбор и размещение отработанных ртуть содержащих ламп, являющихся отходами первого класса опасности, образованных в многоквартирных домах. В соответствии с действующим законодательством у потребителей ртуть содержащих ламп, являющихся собственниками в многоквартирных домах, сбор и размещение отработанных ртуть содержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление многоквартирными домами в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов. Санитарными нормами и правилами предусмотрены особые условия местам хранения отработанных ртуть содержащих ламп. Указанные требования управляющими компаниями города Алатырь не соблюдались, в связи с чем межрайонный прокурор обратился в суд с исками о возложении обязанности на данные компании организовать места первичного сбора и размещения отработанных ртуть содержащих ламп и оборудовать их в соответствии с требованиями закона. Алатырским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решения суда в законную силу не вступили. Информация предоставлена пресс-службой
пресс-службы прокуратуры Чувашской Республики текст читал Николаев Антоний.